Уважаемые десятиклассники, здравствуйте! С вами я, Баган Елена Васильевна. Я поздравляю вас с началом второй четверти и приветствую на уроке русского языка. По окончании 11 класса многим предстоит сдавать общереспубликанский тест для поступления в ВУЗ Кыргызской Республики или ЕГЭ – Единый государственный экзамен для поступления в вузы Российской Федерации. Задания названных экзаменов предполагают, что выпускники хорошо владеют навыками чтения и понимания прочитанного, а раздел «Чтение и понимание» ОРТ напрямую проверяет читательскую грамотность абитуриента. Но читательская грамотность нужна не только для того, чтобы успешно сдать экзамен и поступить в вуз. Сегодня читательская грамотность – это жизненная необходимость. Поэтому наша цель сегодня – познакомиться с эффективными приемами чтения и понимания прочитанного, а также осмыслить роль языка в нашей жизни. Читательская грамотность – это способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни, распознавать манипуляцию, отличать фейковую, ложную информацию от правдивой. Начнем с филологической разминки. На экране текст документа. Мы должны, ознакомившись с ним, решить, подписывать этот документ или нет. Будьте внимательны. Решается судьба нашего отечественного производителя. В чьих интересах принятие этого документа? Не ошибитесь. Итак, документ. Поддерживаем требования противников расширения движения за запрещение выдачи разрешений на беспошлинный ввоз иностранных товаров. Поддержка или нарушение прав отечественного производителя в данном документе. Чтобы выбрать правильный ответ, проанализируем высказывание. К какому стилю речи принадлежит текст? Судя по лексике и учитывая, что это отрывок из официального документа, отнесем его к официально-деловому стилю. Выясняем значение слов, которые могут быть нам непонятны. Например, беспошлинный ввоз. Обращаемся к словарю экономических терминов. Беспошлинный ввоз – это ввоз на территорию данного государства товаров, ценностей и иных предметов без уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов, то есть бесплатно. Найдите логическое ядро текста. О чем он? Этот текст говорит о поддержке выдачи разрешений на беспошлинный ввоз иностранных товаров. Кого поддерживает данный документ? Но если мы разрешаем ввозить иностранные товары бесплатно, мы поддерживаем иностранного производителя. А мы, граждане Кыргызстана, будем подписывать этот документ? Нет. Разобравшись с заданием разминки, мы убеждаемся в том, как сложно порой прийти к пониманию того или иного текста. Понимание текста – сложный мыслительный процесс, имеющий многоуровневую структуру.
можно выделить следующие уровни понимания, соответствующие основным единицам смыслового восприятия текста. Понимание слов. В основе понимания отдельных слов, научных понятий лежит прежде всего постоянное обогащение словарного запаса, как в процессе чтения, так и в процессе целенаправленной работы со словарями и энциклопедиями. Значение понятий сначала выявляется из анализа контекста, а затем, в случае затруднений, как у нас, по словарям. Понимание предложений. Для понимания неясных сложных предложений рекомендуется также составлять графическую схему, наглядно изображающую грамматические отношения между членами предложения. Понимание абзацев и сложного синтаксического целого, групп предложений, выражающих законченную мысль. Мы выяснили на предыдущем уроке, что в сложном синтаксическом целом отражаются такие логические операции, как умозаключение, доказательство, объяснение. Понимание того, что именно говорится в тексте, и умение на этой основе делать выписки, составлять тезисы, то есть понимание основных суждений, утверждений текста. Понимание того, как логически связаны в тексте субъекты, понятия явления. И умение на основе этого составить графическую или ментальную схему его основного содержания. Понимание основного замысла текста и его подтекста. Рассмотрим, каким образом, используя разные приемы понимания текста, можно определить его смысл, а следовательно и авторский замысел. Такие навыки вдумчивого читателя помогут нам справиться с заданиями на чтение и понимание. Прочитаем текст и выполним задание. Бесценный дар. С давних пор люди задумывались над загадкой языка, тайной его происхождения. Сколько увлекательных лингвистических легенд, удивительных сказаний, смелых научных предположений знает история человечества. Одни доказывают, что язык – бесценный дар Всевышнего. Другие уверяют, что способность к речи пришла к человеку сама по себе. Третьи утверждают, что язык появился в результате длительного, многовекового превращения животных в человека. Четвертые думают, что человеческий язык – это подарок какой-то неведомой космической цивилизации. Кто знает, может, вам удастся в будущем приблизиться к разгадке тайны человеческого языка. А пока загадка остается загадкой. И только в одном единодушно современные ученые. Если бы исчез язык, люди перестали бы быть людьми. Язык делает человека человеком. Мы постоянно разговариваем с кем-нибудь, сообщая что-то и слушая других. Читаем, пишем, поем, думаем, мечтаем. И во всех случаях используем язык. Без языка общество не могло бы существовать. Определите стиль текста. Перед нами размышления автора на актуальную тему. Автор воздействует на мысли и чувства читателя. Об этом говорят восклицательные предложения, прямое обращение к читателю, вводные конструкции и особая оценочная лексика, увлекательные легенды, удивительные сказания, смелые предположения, дар Всевышнего, подарок космической цивилизации. Значит, это публицистический текст, не научный, хотя говорится и об ученых, не официально деловой, так как нет определенной формы документа, и не художественный текст, хотя налицо художественность речи,
но нет сюжета лирического героя. Какова тема текста? Правильный ответ – язык – бесценный дар. Почему? Обычно тема представляется в заголовке. Если нет заголовка, ее можно определить по ключевым словам и фразам. Какие слова и фразы данного текста доказывают правильность нашего мнения? У текста есть заголовок «Бесценный дар». О каком даре идет речь? О языке. Какие ключевые фразы доказывают правильность определения темы? Все ученые единодушны. Язык делает человека человеком. Без языка общество не могло бы существовать. Таким образом, для понимания текста необходимо знать, к какому стилю он относится и какова его основная тема. Следующий шаг – изучение информации, представленной в письменном тексте. Информативность – это один из важнейших признаков текста. Текст всегда содержит информацию о каком-либо факте, событии, человеке, о цели его создания, то есть кому предназначен, чего хотел достичь автор, на какие вопросы хотел ответить. Текст содержит также информацию о способах авторского воздействия на читательское восприятие, информацию об авторе, его отношении к поднятым вопросам. Нам только нужно научиться вычитывать эту информацию. В связи с этим изучим информацию, представленную в тексте. И главным инструментом изучения будут вопросы. Ответы на вопросы являются одним из основных приемов понимания текста. Итак, вопросы. С какой целью автор написал этот текст? Выберите правильный ответ. Первое. Объяснить особенности происхождения языка. Второе. Показать, как многообразен русский язык. Третье. Убедить в том, что ученые единодушны в вопросах происхождения языка. И четвертый ответ. Вызвать интерес к загадке происхождения языка. Автор написал этот текст, чтобы вызвать интерес к загадке происхождения языка. Второй вопрос. С какой целью автор рассказывает о разных взглядах на вопрос происхождения языка? Выберите ответ. Первое. Убедить выбрать определенную точку зрения на происхождение языка. Второе. Доказать определенную точку зрения на происхождение языка. Утвердить, что только язык делает человека человеком. И четвертое. Показать разнообразие точек зрения на происхождение языка. Автор рассказывает о разных взглядах на вопрос происхождения языка, чтобы показать разнообразие точек зрения. Третий вопрос. Какое утверждение соответствует авторской позиции? Ответы. Первый. С исчезновением языка люди перестанут быть людьми. Второе. Язык – бесценный дар Всевышнего. Третий. Не удастся в будущем приблизиться к разгадке тайны происхождения языка. Четвертый. Сегодня загадка происхождения языка раскрыта учеными. С исчезновением языка люди перестанут быть людьми. Именно это утверждение соответствует авторской позиции. Еще одним приемом понимания текста является составление плана. Какой план вы составили бы
к данному тексту. Нужно понять основную мысль каждого абзаца и озаглавить его. Предлагаю вашему вниманию план, который получился у меня. Пункт 1. История вопроса происхождения языка. 2. Разнообразие мнений о возникновении бесценного дара. 3. Современные взгляды. И 4. пункт – язык и общество. На основе плана и знания темы текста можно создать ментальную карту. Еще один прием понимания текста. Ментальные карты Mind Mapping – это удобный способ структурирования информации, где главная тема находится в центре листа, а связанные с ней понятия располагаются вокруг в виде древовидной схемы. Посмотрите, как это получилось у меня. Вы можете составить такую карту к любому тексту. Сайты, на которых можно сделать ментальную карту. Вы можете скопировать адрес сайта или снять QR-код, чтобы пройти на эти сайты. Такие карты помогают не только пониманию уже написанного текста, но и создать свой. Таким образом, использование основных приемов понимания текста – формулирование вопросов, составление плана, ментальных и графических схем и сводных таблиц, выписывание основных тезисов суждений текста – позволяет достичь глубокого понимания не только его содержания, но и замысла его создания. У вас могут быть свои приемы и методы понимания текста. А проверить, насколько понятен вам текст, вы можете, используя следующий алгоритм. Первое. Определите, где возникает проблема. Например, «Я не понимаю второй абзац». Второй. Определите, в чем трудность. Например, «Я не понимаю, что имеет в виду автор, когда говорит, язык делает человека человеком». Третий пункт. Перескажите сложное предложение или отрывок своими словами. Например, «Никто еще не разгадал тайну происхождения языка, но сегодня все ученые согласны, что если исчезнет язык, люди перестанут быть людьми». Следующий пункт. Посмотрите фрагмент текста, вызвавший трудность в понимании, еще раз. Автор говорил о разных мнениях по вопросу возникновения языка, но я мало что помню о них. Если я перечитаю этот абзац, то лучше запомню и пойму его. Следующий пункт. Обращайте внимание на слова и выражения, служащие для связи предложений и частей текста. Например, во втором абзаце это такие вводные выражения, как «одни доказывают», «другие утверждают», «третьи утверждают», «четвертые думают». И еще перескажите текст, используя план, кластер или ментальную карту. Чтобы систематизировать ваши знания и навыки читательской грамотности, предлагаю послушать рекомендации нашего эксперта. Слушая, отмечайте в своих тетрадях наиболее ценные идеи, которые вы сможете применить уже сейчас. Определите цель чтения. Большинство людей не могут что-либо вспомнить,
потому что в решающий момент они не приняли решение сохранить это в памяти. Постановка цели чтения непосредственно перед самим чтением должна стать привычкой. Цель чтения позволяет пропускать те места и главы, которые ей не отвечают, и сосредотачиваться на том, что действительно важно. Даже если вы считаете, что вам необходимо знать все содержания публикации, текста книги, вы должны подходить к ней с целенаправленными вопросами. Для чего я читаю этот текст, книгу? Насколько это значимо и важно для меня? Какую информацию я хочу взять из этой книги? В какой области я хочу использовать полученное знание? Сделайте предпросмотр. Предварительное знакомство с материалом поможет выделить наиболее важные моменты. Пробегитесь глазами по всему тексту книги. Вам будет гораздо проще сложить из фрагментов информации полную картину, что ведет к более глубокому пониманию. Обращайте внимание на содержание заголовков, слова и фразы, выделенные курсивом или жирным шрифтом, и все остальное, что привлекает внимание. Предварительный просмотр текста способствует лучшему пониманию и запоминанию прочитанного. Тренируйте внимательность. Чтобы в отведенное время успевать прочитать больше, нужно вырабатывать навык внимательности и усидчивости. В этом помогут два упражнения: замри и смотри. Выберите какой-нибудь предмет в поле вашего зрения и рассматривайте его в течение 1 минуты. Все внимание и все мысли должны быть только об этом предмете. Читай и считай. Откройте книгу или журнал. Читайте и одновременно посчитайте, сколько букв вам встретилось в тексте. После того, как закончите читать 1-2 абзаца, проверьте себя, перескажите текст. Посчитайте, сколько букв вы пропустили. Увеличьте угол зрения. Таблицы Шульте применяются для тренировки зрения у летчиков, военных, диспетчеров аэропортов, во всех профессиях, где требуется зрительный контроль над большим количеством приборов и площадей. Для чтения тоже навык весьма полезный, позволяет за одну остановку на строке видеть несколько слов сразу, а то и всю строку целиком. Установите мобильное приложение себе на телефон и планшет. На просторах интернета вы сможете найти разные варианты от различных преподавателей, словесников, работы как с текстом, который мы анализировали на уроке, так и с другими текстами. Вы можете выбрать для себя ту систему инструментов понимания, которая будет соответствовать вашему стилю работы с текстом. Это всегда право читателя. Более подробно о том, как научиться правильно читать, о приемах изучающего и усваивающего чтения мы поговорим на следующем уроке. А пока домашнее задание. Чтобы лучше усвоить тему, вы можете поиграть на Learning Apps. Игра позволит вспомнить все характеристики публицистического стиля. Также предлагаю потренироваться в чтении и понимании текста. В этом вам поможет сайт IQ2U. Узнать, насколько вы справляетесь с чтением и пониманием текста, вы сможете, пройдя на сайт Testing KG и Незнайка.info. Сфотографируйте адреса сайтов или снимите QR-коды. В заключение урока предлагаю из набора слов составить предложение. Что получилось? Слова: понимаем, стоящий, мы, не, текст, мир. Получилась фраза, которую мы должны помнить, читая и анализируя любой текст. Мы понимаем не текст, а мир, стоящий за текстом. Это сказал Алексей Алексеевич Леонтьев, психолог, лингвист. Я прощаюсь с вами и желаю вам всего доброго. Спасибо за внимание. До новых встреч.